Ехали из Тополиного в сторону устья речки Тала днем. На 18-м километре мы должны встретиться с оленеводами первого стада СПК «Фактории Тампо». Пока доехали, уже начало смеркаться, и вскоре мы услышали звуки подъезжающего каравана. И сразу нас окутало облако душистого аромата оленьего дыхания, а распаренные после долгого перехода олени все еще норовят вырваться. Пока бригадир Вениамин Григорьевич с сыном Григорием распрягает оленей, мы, воспользовавшись моментом, задаем несколько вопросов. Где-то в час выехали в обед. Ну, где-то 7 часов ехали. 70 где-то. Ну, 70 с лишним километров отсюда. А караване сколько? В караване? А у нас тут сколько? 14. О, много же. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Это которые световские, да? Не, ну все полностью. Ну. Гонять будете? Да, будем гонять. Ты Но для этого и приехали. тренировался, да? Не, ну так тренировали в эту стадию, пока там были. Гриша как, будет гонять? Гриша, да, будет, обязательно. Гриша, привет! Привет, Гриш. Здравствуйте. Знаете что, как настройка у тебя? Так, как обычно. Тяжело, да? А, тяжело, волки постоянно, каждый день гоняют. Травежи много. Если волков не было, хорошо было. У нас же крупные стадо. Сын взрослый подмога уже, да? Ага, Лучше тебя оленеводом станет? конечно. Уже достал, да? Да, все вот, все сам делает, нарты сам делает, оленей обучает, вот, передовиков, лучиков. Лучики у него чемпионы, постоянно занимает первые места. Ты его сейчас учишь или он уже сам все понимает, делает? Он сам делает, Гриш. Ты счастливый отец, да? Да. И хорошо, что он еще вот работу, да, оленевода. Ага, Он же с детства хотел оленеводом стать, Да. помнишь-то? Кем ты станешь, оленеводом, да? ага. И мне он тогда тоже говорил, что у него больше будет оленей, и он больше будет отца бригадиром. Хочешь ему бригаду передать, да? Ага, конечно, Когда время у нас. на время. Ага. Сейчас отпускайте, а потом как собираете? Ну, перед скачками будем собирать их. Рано надо. Да, пораньше приедем, завтра, послезавтра. Ну или завтра вечером. Что 30-го надо, 31-го надо будет уже Тополине. Олени. А где они стоять будут? 31-го? Нет, вообще в этих. В эти дни тут будет стоять. Вон туда. Далеко не уйдут, да? На той. Но главное, чтобы волки не было. А то здесь тут 3 волка ходят. Вот тут они гоняли зимой. Поймали оленей. Так, еще где? Все. Так вообще сложно много оленей держать, да? Ага. Тяжело. Людей нету, не хватает. А как тебе-то удалось сохранить? стадо? Вот. Когда волков не было, у меня 2600 было. А как с приходом волков вообще понизилось поголовье до 1000. Ну 1500 было с лишним зимой. В январе мы забили, госзакуп сдались по 22 головы. Откормили. Вот сейчас будет. У этого понты растут уже. Уже? Ну вот, Покажи. понты. Их сейчас уже можно, да? Конечно. Сочные такие. Пантокрин. Да.
Айта. Милиция влетела, да? А? Милиция. Прилетел. Отцов. Всё. Так, Один вперед. бегут. О, щенят явно. Пускай. Ай. Карманом. Карнай был. Yani illa. Illa böyle binel. Binali. Illa ki. Вот идут они. Hadi. Çocuk da. Ne? Идут они. Гриша, саду. Здорово, не буду. Yılan ne? Знаете, то он палау. Никон, девочка. Самая лучшая дорога – это дорога домой. В тепло родного очага, в семейный уют. Всего этого лишены практически все оленеводы. Кочующим за стадами зимой приходится терпеть много лишений, но привычные к тяготам мужественные люди, душой и сердцем преданные единожды избранному пути, не знают усталости и так же, как и их предки, идут далеко в горы вслед за своими стадами гордых и свободных оленей. Для многих мальчишек и девчонок тех уже далеких времен самый лучший праздник – это слет оленеводов, когда в поселок съезжаются загорелые и веселые оленеводы, и в каждом дворе стоят нарядные упряжки, и все от мала до велика радостно готовятся к главному событию года – к оленям скачкам. Главный праздник для оленевода, наверное, все-таки слет, да? Помню, Тампо, когда мы маленькие были. Оленеводы приезжают, мы радостно к ним бежим навстречу. К оленям садимся, катаемся. И мои родные тоже приезжали раньше, тоже так же делали. Радостно такие, отпускали. Вечером уже мы ехали отпускать перед праздником, приезжают. А потом на следующий день тренировки бывают. Верхом скачешь. Мы же маленькие школьники, конечно, только верхом. Все. Радостно такие, праздник наш, конечно. Аванский слет оленеводов. Весело было. И много людей было. Раньше семьями приезжали. Хорошо было. Да много в тайге жили, наверное, да? Но тогда семьями жили. Весело было в стадах. А сейчас людей мало. Ну, никто не хочет ехать в стадо. А раньше как хорошо было, весело в советское время. Тогда оленеводы самые Да. уважаемые были, да? Самые уважаемые. Зарплата хорошая была. Оленей сдавали. Уже знали, куда надо сдавать. Агропромышленный комплекс был. Туда всю продукцию сдавали. А сейчас нет такого. Надо где-то искать, куда-то. Все трудно. Все задается. Насчет мяса, конечно. Тогда в Тампо сколько держали оленей? Не, раньше чуть меньше было. Вот когда сюда переселились, вот 80-е годы, конец 79-х, ну 70-х. 80-х где-то 24 тысячи было. Большое было хозяйство. Лет 6 назад приходом этих хищников, волков, резко сократилось. Стаями идут, давят, круглый год. А у нас оленеводов мало, не успеваем. Только успеваем собрать оленей до вечера, и все, и темнеет, куда ехать. Иногда вообще ночью приезжаешь, 2 часа ночи. Олень так далеко уходит. Олень, волки угоняют. Вы по этим горам. У нас горно-таежная зона, тяжело. По горам. Потеешь, зимой особенно. Приезжаешь в холодную палатку ночью, тебе надо растопить, согреть пищу. Уже утро встает. Опять надо. Опять надо ехать. Еще когда луна появляется, вообще мрак, олени идут туда, идут.
волки гоняют в это время, когда луна появляется. Вот начинают. А днем их не увидишь. Хитрые они тоже. Волка ноги кормят. Вот. Тяжело. Повадки у них тоже поменялись, говорят, да? Да. Все, вот. Даже летчики говорят, что они хитрые стали. Дерево стоит, туда стоит на заднем и по кругу дерева. Вот так. Что Вот сверху такие. не было видно. Но сверху, когда они гоняют вертолетом, вот летчик так и рассказывает. Хитрые стали. Говорят. Наш герой родился в семье Григория Михайловича и Марии Егоровны Баишевых. И с самого рождения привольно жил и рос среди гор в оленеводческом стаде, и поэтому выбор профессии перед ним не стоял. Первые профессиональные шаги делал в родном совхозе «Тампонский», трудовая слава которого гремела на весь Советский Союз. Именно эта закалка и опыт позволили нашему герою не отступить перед трудностями, удержать поголовье, передавать опыт молодым. Ты когда молодой был, думал, да, что пойти куда-нибудь в другое место работать? Не думал, я сразу определил себе место свое, оленеводом стать с малого детства. Любовь к своему хозяйству, оленям. Конечно, аван без оленя не аван все равно. Как ты думаешь, что надо сейчас сделать, чтобы побольше оленей стало? Ну, во-первых, надо уничтожить хищников. Это самое главное. Вот весной, например, медведи стоят. Вот начинают во время отела давить оленей. Вот они добавляют тоже. Орлы тоже есть. Вот сейчас уже прилетели, в марте уже есть. И вороны тоже вот налетают сотнями. Как налетят, успеваю за ними тут. Оленеводов мало. Проблема. Это волки. Если волк не будет, поднимется оленеводство. И зарплата надо, чтобы люди пошли на работу. Оленеводов нет. Самые такие остались, которые горды за свой народ, за своих оленей. Вот самые те остались. Сын Григорий – главный помощник отца. Более азартного, трудолюбивого и смелого оленевода я еще не встречала. Открытый и честный, он многое перенял у отца и в некоторых моментах уже превосходит его, что, несомненно, радует Вениамина Григорьевича. Сын есть, сын помогает, говоришь. Смена вырастет? Да, смена есть. Есть кому, которые тоже так же, как я, болеют за оленей, за свою нацию, чтобы приумножить оленеводство. Вот нынче он зимовал с Надеждой, чем работница. Но летом еще более-менее. Приезжают дети наши, помогают, жены приезжают. Самое главное, зимнее время, когда холодно, мороз, приезжаешь, ледяной палатку, все, это тяжело. Лед надо, дрова надо заготовить. Все. Это все. Хлеб сами? Да, хлеб сам. Все готовишь, пищу. Надо разогревать, сварить. Все надо успеть. Все время в движении, поэтому, наверное, ты такой молодой, да, сохранился? Наверное. Постоянно движение. Вениамин, а ты помнишь тот момент, когда Гришу выписал из роддома? Уже все назвал Николай Христофорович, мой друг школьник. Он назвал Гриша, все, Гриша родился. Я не понял, как. А уже он назвал. По рации передали, да? Но по рации. Рыжий такой, светловолосый. Пучеглазый такой. Маленький был, вообще он проворный был. Я помню, вот мы без мамы кочевали сами. Еще года ему не было. Я на молодого оленя посадил. Ну, сверху. На седло. Тут ремни безопасности, тут подушка, сзади подушка. И кочевали через перевал. На перевал залез. А у меня караван 12 оленей, тоже вещами там все. Приехал, встал, я его поставил так на землю. Ну, и начал оленей подправлять. Смотрю, он пошел, маленький же, года нет еще.
Смотрю, а разгоняется. Я за ним. И он начал вниз туда, с перевала. Я давай за ним. Взял, испугался. Так, жалко стало, обнял. И все, всю дорогу спускался с ним на руках. И после этого каждый бугор увидит, на заднице спускается. А потом, когда перекочевали, потеряли мы его. Где он? Куда делся? Маленький такой. Бегал тут вроде. И давай искать. А у нас там вещи так сложены. Я открыл брезент, а он там, оказывается, спит. Интересно. Всегда он за мной повторял, когда маленький был в детстве. Помню, я так сяду, ноги так поставлю. Он лежит, а тут тоже встанет, ноги так поставит. Я смотрю, а краем глаза. Потом возьму, поменяем руки сюда и облокочусь, значит, что-нибудь. И он тоже так же. Все, за мной все делал. Оленей пойдем, он какую-нибудь веревку возьмет, тоже так же за мной повторяет, ходит, бегает. Голый такой, появок. Не боится ничего, все так. И сейчас тоже такой же стал, как я. Уже все сам делает. Нарты сам обучает оленей, аркани, курша. Когда Грише присудили звание лучшего оленевода республики, чувство какое было, наверное, вообще Конечно, переполнено? чувство гордости, переполненный. Радовался за него, что ему дали. Но И он заслужил. сам тоже довольный был такой, рад. И вот сейчас старается тоже так же себя нести. И я тоже стараюсь так всегда ему примерно, постоянно. И всем оленеводам так же. Уважение, конечно, превыше всего. И любовь свою. Любовь к своей земле, оленям, окружающей среде, своим близким оленеводам. Тогда только будет хороший показатель. Тебя отец тоже учил, да? И отца, мне 5 лет было, как он умер. Он тоже меня, конечно, учил. Фотографии есть, где я с ним. Как нарты делаю, но он там делает. Я там что-то копошусь. Его сверла делаю. С ним ездил, помню, на нартах. Там раньше жили, на дрова возили, на нартах сами. И вот там сзади садился. Один раз вывалился с нарты, помню. Я не остановился специально. Там сколько? 5 нарт было. И все 5 нарт. Голову поднимай. Нарт. Тюх. Опять хочу крикнуть. Опять нарт. Вот так и лежал. Потом побежал за отцом. С криком. Бежал так. Под конец заплакал. Он тогда остановился специально. Так делал. Ну все, так и учил меня. А так, конечно, не помню. Вот такой эпизод, помню, маленький, короткий. Ну, мать нас сама воспитала, 3. 2 сестры, Антонина и Татьяна. Они работают сейчас в участковой больнице, медсестры. Сразу после службы в армии Вениамин Григорьевич женился на авенской девушке Айталине. Вместе растили детей в радости и в трудах. И сегодня они уже бабушка и дедушка прекрасных внуков. Хотя вроде бы недавно девочки самозабвенно танцевали на лужайке, помогали родителям по хозяйству. Сегодня уже внучки с ранней весны до поздней осени кочуют в тайге, познавая прекрасный мир через доброту и чистоту мыслей и дел. Часто вот говорят, что в семьях авенских женщины верховодят. Как ты думаешь, это так? Ну, это тут поселок, а в стадии мы сами. Конечно. Конечно, а без них. Но мы им помогаем, чтобы легче было.
без любви как Да. к своей Мгм. половинке. Да. Конечно, помогаем, все делаем. Тебе тоже очень повезло с Айталиной. Да, Сайта очень повезло. Красивая женщина. Родила мне 4 детей. Я рад. Темнота, и вдруг огоньки поселка появляются, да? И ты едешь усталый, но такой счастливый, счастливый. Есть такое, да, ощущение? Конечно, бывает, когда в поселок доезжаешь. В поселок, конечно, быстро едешь. Знаешь, уже дом рядом. Уже все там готово. Тепло, уютно. А мы до сих пор в палатках живем. 21 век. Все в палатках. На самом деле же никто не заставляет жить в палатке. Да? Да. А вот построить дом, там базы. Раньше же базы были такие, деревянные дома большие. Не было у нас. Не было, да? Никогда не было. А, Вот построили 5 лет тому назад и не достроили, до сих пор стоит. Недостроенный. На зимних маршрутах-то можно было, да? дома, Можно базы было, построить? хорошо было и легче было бы. Да. По маршрутам поставить. Ага. Уже знаешь, что у тебя там есть палатка, можно тогда уже и охотиться легче было за волками, хищником. Ты уже знаешь, он в ту территорию ушел, ты уже знаешь, что там у тебя избушка есть, все готово. И ходом можешь идти за ним. А вот а сейчас так не сделаешь. Едешь, гонишь километров 40, назад посмотришь, назад надо же ехать. В темноте возвращаешься. Холодно, все. Когда едешь днем, ты еще тепло, спотеешь. В темноте уже все ледяное. Грибуют, говоришь? Да, грибуют вот сейчас. Сухофрукты. Витамины. Да. Бегут, точно, туда ныряют. Вытаскивают сухофрукты. Сушеные грибы. Так, через снег они Да, чувствуют. через снег бегут. Хоп, смотришь, наблюдаешь, побежал дальше. И в разные стороны бегут. Неуправляемые становятся. У каждого оленя свой кричать надо, характер. Да? гнать каждого. Ну хорошо, собаки помогают. М, Оленегонные. Этим- Собак тоже сам воспитываешь, да? Да, сами обучают. Ага. А ты бы хотел, чтобы твои внуки жили так, как ты сейчас вот работаешь, живешь? Конечно, мы внучку первую себе хочем забрать. Забрать стадо? Да, стадо, чтобы с нами весело будет, хорошо будет. Надеемся это. Поэтому мы работаем. Чтобы внуков тоже так же. Чтобы они полюбили свое родное. Чтобы тоже так же дальше продолжали оленеводство. Чтобы выросло так же поголовье большое. Конечно, сейчас надо. Отел прошел хорошо, чтобы оленят появились побольше. Вот это радость, когда тугуты рождается. Шумно становится. А то без них как-то тишина. А так, когда чувствуешь, когда тугуты есть, уже кричат так, слышно издалека, как оленят. Маму свою зовут. Хорошо так на душе становится. Уже горд стоишь за себя, за своих оленей, за своих работников. Прошел великолепный праздник, полный азарта и веселья, встречи и разговоров, решены деловые вопросы, и короткий отпуск подходит к концу. Впереди очередной виток жизни, размеренные трудовые будни. И жизнь, без которой уже не представляет себя наш герой, оленевод и человек с большой буквы Вениамин Баешев, настоящий Илкен Бэй. Самая лучшая дорога – это дорога домой.